8 января – выходной день в нашей стране. На события воскресенья, скажем прямо, не особо богато. Но есть несколько эпизодов, о которых я хотела бы вам рассказать. Среди них автопробег по дороге жизни и важный церковный праздник. Более сотни километров по дороге жизни в память о бойцах Восточного фронта, которые во время войны перемещались по этому маршруту. В Сухуми стартовал автопробег «Дорогой памяти». Участники выехали из столицы 5 января и объехали села Восточной Абхазии. Начало 2017 года члены сообщества джиперы Сочи решили отпраздновать не совсем обычно. Вместо шумных посиделок в увеселительных заведениях самого южного города России они решили приехать в Абхазию. График мероприятий, которые жаждали посетить джиперы, был очень плотным. Ведь им хотелось увидеть как можно больше красивейших мест республики. Об акции «Дорога жизни» они узнали еще осенью и решили вместе с участниками автоклуба «Внедорожная Абхазия» проехать по героическому пути. Наш клуб «Джиперы Сочи», мы справляли день рождения 17 декабря, справляли день рождения 2 года. Начинающий клуб. Мы в этом клубе самые старшие, там молодое поколение. В том году в Абхазии 12 сентября было у нас здесь соревнование на каманах. Мероприятие было очень хорошо организовано. Было как бы все продумано. И получили очень большое удовольствие от этой организации, от этих соревнований. И мы поняли, что Абхазия очень гостеприимная страна. И вы знаете, мы вот в Сочи живем, мы думаем, что мы живем в раю. Вы знаете, здесь рай, но немножко другой. Здесь очень все красиво. Спасительный путь «Дорога жизни» в период войны связывала между собой села Восточной Абхазии. Чаще маршрут пролегал по непроходимым заросшим местам, по болотам и лесам. Но в этом и было спасение. Через села Атара, Кутол, Чилоу дорога нас привела к героическому Тхуарчалу. В городе-герое Тхуарчале джиперов встречали глава администрации Ида Чечхале и жители района. Участники акции почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Наша молодежь росла в таком духе, помнили свою историю, что у нас есть такая дорога, что связывала блокадный город Тхуарчал с Восточным фронтом. Наши дети, наши женщины, наши матеря ходили, шли по этим дорогам, наши раненых вывозили оттуда. Весь Восточный фронт связывала, эта дорога, и это поистине знаменательное событие. Низкий поклон организаторам этого мероприятия, нашим гостям. Мы безумно благодарны приему, который вы нам оказали. Всех с Новым годом! Самое главное – здоровье, мирного неба над головой. Чтобы всегда вот так вот дети могли петь, веселиться. Я хотел бы от сообщества «Джиперы Сочи» и «Внедорожной Абхазии» вот этим прекрасным деткам небольшие сувенирчики. Импровизированный концерт у стен Дома культуры, презентация документального фильма о дороге жизни заняли около часа. Организаторы постарались, не нарушая графика движения колонны, устроить маленький сюрприз гостям. А впереди ждала Бедия. Путь дороги жизни заканчивался в этом живописном селе, у стен древнего храма. Сама идея реанимации вот этой дороги жизни у нас уже давно зрела. И вот в прошлом году все-таки собрались в команде с помощью Сергея. Они затащили вот эту идею джипинга. А вообще идея, конечно, к тому все сводится, что хотелось бы, конечно, снять клеймо депрессивности восточных районов Абхазии, особенно Тхуарчала и Ачамчира. Эти районы выпали из общего туристического такого, так скажем, рая. Здесь представители нескольких клубов, это пробный такой вариант. Они все люди медийные, они все выставляют это фото, видеоматериал своих на интернет-ресурсах и в социальных сетях. И, естественно, за этим повлечет. Потому что, смотрите, вряд ли найдется в Абхазии более такой насыщенный маршрут, как здесь. А в дальнейшем, если там более глубже заглядывать,
У нас есть очень хорошие возможности проводить здесь открытый чемпионат России, чемпионат Европы по джипингу. Есть уникальные возможности в той же реке, вот, в той же, допустим, в районе Ачамчирского аэропорта. Мы уже присмотрели место, где можно ежегодно проводить какие-то серьезные турниры. Абхазия вообще в идеале, да, должен стать кластером туристическим круглогодичным, потому что 3-4 месяца для Абхазии это, по большому счету, это очень маленький срок. Ну а далее по плану Ачамчира. Джиперы встретились с участниками второго международного военно-исторического лагеря «Юный патриот». На этот раз гостями Ачамчирской школы-интерната стали дети из Луганской и Донецкой республик, Приднестровья и Сирии. Празднование Нового года джиперы начали в базовом лагере в селе Каман. Также они посетили водопады Кадурского ущелья. Организаторами мероприятия выступили автоклуб «Внедорожная Абхазия» и сообщество «Джиперы Сочи». Планов у организаторов проекта «Дорога жизни» очень много. Все они связаны не только с тем, чтобы просто проехать по некогда спасительному маршруту, но и обратить внимание на проблемы сел Восточной Абхазии, которые давно пришла пора реанимировать, сделать лучшими в республике. Январь по праву называют одним из самых богатых на праздники месяцев в году. Помимо любимых всеми Нового года и Рождества, 8 января отмечают важный православный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Собором он назван, потому что в этот день происходит празднование не только в честь Богородицы, но и в честь святых Иосифа, Якова и царя Давида. На следующий за Рождеством день церковь чтит собор Пресвятой Богородицы, вспоминая о Деве Марии как о матери Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя человечества, Мессии. За литургией мы обращаемся к Пречистой Деве с хвалебными песнопениями и благодарственными речами. В праздник собора Пресвятой Богородицы представитель Абхазской церкви возглавил богослужение в Сухумском кафедральном соборе. Окончательно празднование Дня собора Пресвятой Богородицы было установлено на 6-м Вселенском соборе, созванном в 691 году. В этот день весь православный мир прославляет Богоматерь, Пречистую Деву Марию. Сараску Маус, Ауидиса, Хосша, Ауидиса, Яхши Зишша. Сараги Хасад Яхирбоди Рах Ришо. Яра и Напо Алскахшоко, Яра Йоби Хаквиту. Абдегури Григо, Ауидиса, Рахиго Напсозлар. Амтала Христос, Зельдис Боз, Яхирпи Абрия, Амтала Йоз, Шхургол Яхбарат Дончайта. Абрио, Нцвил Пхахамхой, Нцвил Пхахтаховер, Нцвил Пхахавой, Яраил Пхаору, Гаймадара, Иришха Бхиргара, Иришха Сажера, Иришха, Ирияжа, Алла Нугара, Ирияжа, Алла Ахосра, Хасаз, Нугара, Жанико Хабичка Хат Ухид, Яйт, Псара, Калайт, Губхара, Хахажи, Наклиш, Ска Адгилазги. А сейчас захорца вихат харайха, и хазнич хвалку, харахтурику, через хаджуевич. А братажу кулуки, что псазаравны, и зимдры, имбар, имцар, я работажу куиша, и заха, амчамадзим. А бряжуха, ансвяжуха, амч, холод, я райнуку с гуйзаха. В этот день в храме Благовещения Пресвятой Богородицы для маленьких зрителей был дан рождественский музыкальный спектакль. Вместе со своими руководителями ребята придумали не только костюмы, но и подготовили представления, рассказывающие о пришествии в мир Спасителя. Организаторы уверены, что очень важно не просто пересказать детям евангельское повествование, а сделать это так, чтобы у детей появилось понимание того, что вера, которая есть у каждого человека, способна изменить мир в лучшую сторону. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троица единосущная, нераздельная. Во все дни человек должен жить благочестно и благочестиво. Поживем во всяком благочестии и чистоте. Каждый день он является
днем отсчета его жизнедеятельности. И мы прекрасно знаем все, что есть Рождество и смерть. Вот в отрезке этого времени что мы делаем? Всему нашему народу я бы пожелал бы жить в этом законе Божьем. Вот как называли нас в древние времена христолюбивые бабки. Христа любить, значит любить Бога, любить Троицу, единосущную нераздельную, любить друг друга, Родину любить свою. Ну, все это зависит от любви. Если нет любви к Богу, это все очень безобразно, без образа. Чтобы мы были в образе и подобии Богом нам данное, чтобы Слово Божие всегда для нас было существенно. Благодаря таким мероприятиям расширяются представления ребят об окружающем мире. И, конечно, после таких представлений дети с нетерпением ждут следующего праздника. Нисфа Аршбельдар Дамиров, Абхазское телевидение.